серьезный конкурент для Bentley и Rolls-Royce. Так американские журналисты написали про российские автомобили Аурус. Представили их на салоне в Женеве. Сошлись в одном минус: Аурус — это свежая кровь в сегменте люксура. В Женеве и первому российскому автомобилю премиум-класса оказали теплый прием. Ажиотаж на премьере, хорошая пресса. Машина президента Путина. Именно так говорят об Аурусе посетители выставки. Сегодня дом Ауруса, так называют стенд бренда его создатели, распахнул двери для всех желающих. Один из первых посетителей, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, говорит, интерес со стороны европейцев оказался даже больше, чем рассчитывали. Бронированный лимузин Аурус L700. Проход к нему ограничен. Именно на этом автомобиле передвигается в поездках Владимир Путин. Наш канал стал первым, кому удалось посмотреть на мир глазами президента. Аурус S600, модель попроще. Если так можно сказать про машину, внешне напоминающую слиток золота. В таком цвете автомобиль представлен впервые. Называется «Русское золото», что отсылает нас к названию марки Аурус, которое получилось от сочетания двух слов. Аурум – золото. И Руся – Россия. Дорогая отделка, лаконичный дизайн, удобство и непревзойденный уровень безопасности. У Ауруса есть все, чтобы потеснить конкурентов в самом высоком ценовом сегменте. Женевский автосалон в этом году проходит под девизом «Кто экологичнее?». Электрокары и гибриды – главные герои выставки. Российские разработки учитывают эти новые тенденции. И на автомобилях останавливаться не собираются. Будущие бренда Урус – это яхты, самолеты и вертолеты бизнес-авиации. Сделано в России. Женевский автосалон в этом году проходит под девизом «Кто экологичнее?». Электрокары и гибриды – главные герои выставки. Российские разработки учитывают эти новые тенденции. И на автомобилях останавливаться не собираются.